В тюрьмах Таджикистана нет ни одного политзаключенного. Все заключенные осуждены за совершение ими преступления. Никто не наказан за политическую деятельность. Власти ни за что не отпустят того, кто хоть как-то высказывался когда-то против власти или просто высказывал свое мнение. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, за что зампреду Махмуроду Одинаеву выдвинуто новое обвинение. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. В законодательстве Таджикистана отсутствует термин «политзаключенный». Наблюдатель отмечает, что несмотря на отсутствие данного термина в законодательстве РТ, в тюрьмах режима находятся тысячи осужденных за инакомыслие. Мы уже рассказывали про Махмурода Одинаева, и вроде бы дело все шло к освобождению. Он извинился, связи налажены, и будто бы все хорошо. Но нет. Власти Таджикистана вновь обвиняют заместителя председателя Социал-демократической партии Таджикистана Махмурода Одинаева в попытке дестабилизировать ситуацию в республике. Начиная с 2015 года в Таджикистане произошел резкий скачок преследований по религиозным мотивам. Заместитель лидера СДПТ Шакир Джон Хакимов сообщил, что власти обвинили Махмурода Одинаева в нарушении общественного порядка, а также в попытке дестабилизировать политическую ситуацию, в подстрекательстве людей к митингам, как будто он призывал людей выйти на площади. Непонятно, где и когда он заявлял такое. Нам пока так и не удалось поговорить с ним лично, поэтому партия полностью не осведомлена о ситуации, сказал Хакимов. По его словам, пока не ясно, какие именно обвинения предъявлены Хакимову и убедительная ли доказательная база у властей. Как вам такая новость? Если ты оппозиционер, будешь за решеткой, даже если ничего не делал. Хакимов сказал, что Одинаеву не разрешили нанять адвоката. Власти предоставили ему официального защитника. Ранее СМИ сообщали, что Одинаеву также предъявлено обвинение в публичном подстрекательстве к осуществлению экстремистской деятельности, за которой предусмотрено максимальное наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Напомним, что Махмурод Одинаев был задержан властями в начале декабря за нарушение общественного порядка. Сообщалось, что 29 октября Одинаев вместе с бывшей женой Мехрнигор Ризоевой и их сыном Хабибула посетил военкомат в Гисаре. Он утверждал, что его сын был незаконно и необоснованно призван на воинскую службу. Во время визита зампред СДПТ вел себя неподобающим образом, в частности, угрожал и нецензурно выражался в отношении госслужащих. Но потом ему предложили извиниться перед ними, и якобы должно все было успокоиться. Но, как видите, нет. Его выпускать на волю все так же не хотят. Как вы считаете, почему? Напишите нам, пожалуйста, свое мнение в комментарии. На сегодняшний день правозащитные организации приводят разные цифры о количестве политзаключенных в Таджикистане, от нескольких десятков до сотен. Однако, по мнению наблюдателей, данные списки являются далеко не полными. А у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.